Спрашивают, я потерял работу или я безработный. А как мне получить пособие, по безработице? Эти и другие вопросы и просьбы социального характера поступают ежедневно с утра и до вечера, делится Елена Мурадова. Она уже более 20 лет трудится в области юриспруденции и знает законы и права граждан, что говорится на зубок. Рабочий кабинет временно открыт прямо дома. В период самоизоляции опытному юристу пришла идея продолжить свою деятельность в онлайн-формате, притом абсолютно бесплатно. С самого начала, когда я занялась частной практикой, сразу ко мне начали поступать вопросы. И первый вопрос, который я получала: сколько стоит ваша консультация? И я поняла, что если есть у меня такая информация, я просто ею делюсь, брать за это деньги, мне кажется, это как-то непрофессионально. А когда уже начался карантин, и у людей вообще стало очень много проблем, и появилось время, это как-то само собой произошло. Пытаясь решить некоторые вопросы социального характера, многие сталкиваются с проблемой подачи заявления и даже в случае успеха переживают за дальнейшую судьбу заявки. В этом случае юрист всегда готов выслушать и дать необходимые рекомендации. В течение 11 дней заявление ваше рассматривается. Если будут какие-то сложности, что придет уведомление, что если даже будет отказано, не стоит отчаиваться. Возможно, было заявление что-то не так. Хотя я всегда говорю, заполняйте, делайте фотографии, присылайте, я буду смотреть. Может быть, где-то вы ошиблись. Или бывает, что человек что-то неправильно заполнил, и у него не уходит, он нервничает, он спрашивает. Вместе смотрим, проверяем, где-то что-то, находим ошибку. Пособия по безработице, детские выплаты и другие меры поддержки населения детально озвучиваются, но не каждый хорошо подкован в этих вопросах, особенно в период самоизоляции, когда люди не могут свободно выходить из дома, приходится прибегать к помощи интернет-ресурсов. Сейчас самый главный вопрос – это, конечно, меры поддержки, которые озвучил президент, которые приняло правительство. И такой большой объем вопросов и нагрузки началось после того, как, было принято постановление правительства о том, что повышается размер безработицы, оплачиваются больничные в увеличенном размере, потом уже появились и меры поддержки для детей в виде доплат. И в день, я так примерно, если предположить, поступает не меньше 200 вопросов. Бесплатно оказывать юридическую помощь в онлайн-формате Елена Мурадова планирует вплоть до конца режима самоизоляции. К этому времени некоторые организации и суды возобновят свою работу, и помогать в таком же усиленном темпе уже не получится. Но люди уже привыкли к такому формату, делится юрист. И для виртуальных подписчиков пару часов в день у нее всегда найдется. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.